эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. 107 случаев COVID-19 выявили за сутки. Вакцинация продолжается в Якутии. Завтра стартует основной этап ЕГЭ. В республике все пункты проведения экзаменов готовы. В Якутске проходит первая игра сезона Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях продолжает работать в штатном режиме. Напомним, вчера из-за усилившегося ледохода на реке Лени суда приостановили движение. Сразу после улучшения судоходной обстановки на реке регулярные рейсы были возобновлены. Как нам сообщили, уже к вечеру образовавшаяся очередь была перевезена на другой берег. Отмечается, что по маршруту Якутск-Нижний Бестях курсируют 11 судов. Ситуацию мы, в принципе, вчерашнюю ожидали, знали, отслеживали про этот лед. Утром были выполнены рейсы, запланированные. При обнаружении того, что лед пошел, принято решение было остановить хождение теплоходов всех паромов на этом участке. И пережидали, пока он не уменьшился. Ситуацию со льдом, который идет сверху, мы отслеживаем заблаговременно. Допустим, это наши коллеги с РВПС подсказывают, предупреждают то, что ожидается, не ожидается, потому что для нас главная безопасность, и поэтому мы всегда на пульсе держим руку. В Ленском речном порту прошла первая неделя навигации. Часть судов компании «Алроса-Лена» разгрузились и вышли за следующей партией грузов. Что поступило на этой неделе и в каком количестве, узнала Марина Крутихина. Первое судно в Ленский речной порт пришло 20 мая. СК-2098 привез из Искута технический груз. Как и в прошлые годы, навигацию открыло судно компании «Алроса-Лена». Прошла первая неделя навигации. Крановое хозяйство работает круглосуточно. На портальной стенке задействована каждая единица. На данный момент обработали 27 единиц флота. Значит, выгружено 16 200 тонн разных технических грузов, в том числе порядка 6,5 тысяч тонн грузов в адрес компании, акционерной компании «Алроса». В навигации задействованы 28 судов компании «Алроса-Лена». Часть из них уже отправились обратно в Усть-Кут за следующей партией груза. В этом году его будет больше, чем в прошлом. Сухогрузов нам предстоит перевезти только 170 тысяч тонн. По сравнению с прошлым годом мы перевезли 110. Соответственно, и нефтеналивных грузов предстоит перевезти 125 тысяч, тоже рост приличный. Груз возят разный – цемент, клинкер, оборудование для подразделений «Алроса». Ждут в речном порту и сторонних заказчиков. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». 107 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. В Якутске 62 случая, в Мегино-Кангаласском районе 9, в Вилюйском 7 случаев заболевания, в Усть-Алданском районе 5 случаев, в Мирнинском 4, в Горном и Хангаласском районах по 3 случая, в Амгинском, Жуганском, Нюрбинском, Сунтарском и Чурапчинском районах по 2 инфицированных, а в Алданском, Верхнеколымском, Кобяйском и Аймиконском районах по 1. Что касается вакцинации, то полный курс прошли свыше 110 тысяч человек в республике. Первый компонент вакцины поставили 164 305 человек. На данный момент с начала пандемии использовано почти 83%. А в Нерюнгри поступила партия вакцины «Спутник Ви» в количестве 3000 доз. В городе заработали дополнительные пункты вакцинации вне медицинских учреждений. Первый такой пункт открыли в ДК имени Пушкина, второй в спорткомплексе «Шахтер». В скором времени будут запущены передвижные пункты. По мере поступления вакцины количество общедоступных точек будет увеличиваться. В ближайшее время дополнительные пункты вакцинации откроют на базе медицинского колледжа клиники «Атамнер». Также рассматривают возможность открытия пунктов в общественных местах и торговых центрах. Выпускники школ вышли на финишную прямую. Уже завтра стартует основной этап ЕГЭ. Все пункты проведения экзаменов готовы и прошли 7 региональных и 3 всероссийских тренировочных мероприятия. Подробности у Юрия Осипова.
В этом году в Якутии сдают ЕГЭ около 7 тысяч одиннадцатиклассников этого и прошлых годов. 11 же класс заканчивает более 8 тысяч человек. Кроме этого, экзамены будут сдавать более 12 тысяч девятиклассников. Все меры безопасности сохраняются. Это ограничение по количеству участников в аудиториях, зигзагообразная рассадка, термометрия, проветривание аудиторий, а также установка рециркуляторов и другое. Для сдачи ЕГЭ подготовлен 231 пункт, из них 7 на дому. Девятиклассников примут 339 пунктов приема экзаменов, из них 23 организованы на дому. В этом году ЕГЭ, как и в прошлом, будут сдавать те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы. Напомним, основной период сдачи ЕГЭ с 31 мая по 2 июля. Дополнительный с 12 по 17 июля. Выпускники школ, не планирующие поступление в вузы, для получения аттестата сдают государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Выпускникам, сдающим ЕГЭ, для получения аттестата необходимо получить баллы выше минимального порога на ЕГЭ по русскому языку. Кстати, в этом году ЕГЭ по базовой математике никто не сдает. Профильную выбирают те, кому она нужна для поступления в вуз. Однако расслабляться выпускникам следующего года не стоит. Эксперты уверены, что эта форма только на 2021 год. В следующем для получения аттестата надо будет сдавать и русский язык, и математику. Новинка года ЕГЭ по информатике впервые пройдет в компьютерной форме. Во время экзамена можно пользоваться текстовыми редакторами, редакторами электронных таблиц, а также средствами для программирования. Рабочие места участников не будут иметь доступ к сети интернет. Проверка работ участников ЕГЭ по информатике и информационным технологиям в компьютерной форме отличается тем, что не проверяется предметной комиссией. Оценивание будет автоматизированное. В этом году на экзамен по информатике и информационным технологиям отведено 2 дня, поскольку много выпускников выбрали этот предмет. Основное отличие экзаменационной кампании 2021 года в республике – переход на новые технологии. Так все экзаменационные материалы будут передаваться по сети интернет, что упрощает процесс доставки. А печать и сканирование полного пакета экзаменационных материалов будут проходить непосредственно в аудиториях, пунктах проведения экзаменов. Ранее все они сканировались в штабе пункта. Для того, чтобы получить аттестат с отличием и золотую медаль, помимо наличия итоговых отметок «Отлично» по всем учебным предметам, необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку, а также набрать баллы не ниже минимальных по всем сдаваемым учебным предметам по выбору. Если же выпускник выбрал государственный выпускной экзамен, ему необходимо получить оценку 5 по 2 предметам – русскому языку и математике. Выпускники могут изменить или дополнить перечень указанных в заявлении учебных предметов и сроки участия только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. По каждому случаю принимает решение Государственная экзаменационная комиссия. Экзаменационная кампания 2021 года будет проводиться в непростых условиях, в режиме повышенной готовности. В пунктах проведения экзаменов будут приняты все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. С 2016 года регионы страны по итогам проведения государственной итоговой аттестации делятся на 3 зоны по проведению ЕГЭ – красную, желтую и зеленую. Якутия входит в зеленую зону как регион, который эффективно осуществляет организационно-технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации. 99,9% девятиклассников республики получили доступ к государственной итоговой аттестации, пройдя собеседование по русскому языку. Собеседование является допуском к экзаменам. В 2021 году девятиклассники сдают ОГЭ только по 2 обязательным предметам – русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору сдавать не придется. По ним ребята написали контрольные работы. Такое решение принято в связи с пандемией. Каждый выпускник для этого выбирает 1 предмет. Все контрольные работы проверяют школьные предметные комиссии. Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы определенные условия. Увеличивается продолжительность экзаменов, а также отводится время на организацию питания и проведение профилактических лечебных процедур. Кроме того, они имеют право на сдачу экзамена только по 1 обязательному учебному предмету по выбору – по русскому языку или математике. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» стартовал в онлайн-формате. В нем принимают участие более 400 любителей бега, начиная с 6 лет. Дети бегают на 1 километр, взрослые на 5, 10 и 21 километр. Они сами фиксируют расстояние и время на трекере мобильного приложения. Пробежать расстояние можно до 9 вечера. Напомню, что жители Якутска 2-й раз участвуют во всероссийском полумарафоне. На площади Победы развернута фан-зона со стартовой и финишной площадкой.
площадками, где любой участник может получить медаль при предъявлении данных трекера с указанной дистанцией и временем. Мы проводим всероссийский полумарафон «Забег РФ» 85 субъектов Российской Федерации, в том числе в городе Якутске. В этом году у нас порядка 400 человек принимают участие, жители города. К сожалению, из-за эпидостановки не получилось провести перекрытие города, и мы организовываем забег в формате онлайн. Получается, каждый может пробежать забег на дистанцию 1, 5, 10 или 21 километр. В любом месте это можно сделать в городе, можно за городом. Фиксирует свой результат в трекере, беговое приложение, либо на часах наручных. В Якутске прошел матч первого тура Дальневосточной юношеской лиги по футболу между якутской командой «Арктика» и белогорцем из Белогорска. Победу со счетом 2-0 одержали хозяева поля. Юношеская футбольная лига – это чемпионат среди лучших футбольных школ Дальнего Востока. В дебютном сезоне в лиге принимают участие игроки 2006 года рождения. А всего за звание победителей борются 10 команд. По сообщению организаторов, соревнования будут проходить до середины октября. Ну, конечно, тут да, угрозу. Хорошо, вновь Улыткин отборолся, и вновь с мячом Никита Угай. Ну, мы готовились уже на протяжении 3 месяцев, и один у нас выезд был в город Уссурийск. Я думаю, сейчас ребята готовы, заряжены, и постараемся выложиться на все 100% и показать хороший футбол. Ну, ребята у нас подготовленные, собрали всех из улусов, там 2 игрока из Мегино-Кангаласского улуса, одного с Оленёкского улуса, и Дюша-4 2 игрока, и 2 игрока с Динамо, и 18 с футбольной школы. На этом все. Наши корреспонденты следят за развитием событий. До скорой встречи.